Апсна районку зигиркам закриминаген тагылазаша зигире хаит гезхип хадзазгала района гнеха тагылазаша тешинпало панхача тынч бзазара залшараку зигиремоп. Абриатпи хета пресс-конференция артуа гала района хада Тимур Надарая. Чутса напхгара гала района ан инеишти абриз гнеха пресс-конференция бриз куб ихшалак ва кахсарс тохуб ажлари рахарц тохуб хазлшаз хазлумшаз арыма гана хала Ацарадыра Аукша Хабу Беслан Замири Пакантария Сарасхатыпу Вахтан Омари Паман и Ашахтку Налуку Разы Аукша Хабу Жиба Роберт Невербейпа. Идзеги Зхала Зуркурц Зтахазыхана Хейха Зима Азгалыч Зне Фахгу Риза Айпыла Руска Лурт Гирхала Дырхует. Дорогие друзья, наша пресс-конференция посвящена подведению некоторых итогов работы, так как 12 ноября будет год, как новая команда пришла к руководству в районе. У нас есть чем поделиться с нашими гражданами, что мы успели сделать или наоборот не успели, а также ответить на ваши вопросы. Если вы помните, на прошлой пресс-конференции мы обещали, что не менее одного раза за полугодие, а по надобности и за квартал будем проводить пресс-конференции для журналистов. Это говорит о нашей открытости, прозрачности нашей работы. И мы готовы сегодня ответить на все ваши вопросы. Что я хочу сказать в первую очередь, что самую лестную оценку нашей работы нам дают из Заингур наши противники, разводя всякую истерию по поводу планируемого нами открытия гальского телевидения, теперь по поводу перехода начальных классов 11 школ на национальную программу образования. Постоянные визиты делегаций в Евросоюзе и других международных организаций, желающие иметь информацию о соблюдении прав местного населения, просят нас показывать им состояние изоляторов временного содержания, и мы такую просьбу их тоже выполнили. В то же время хотим сказать, что идет серьезная работа средств массовой информации в Грузии с помощью своих союзников, это США и Евросоюза, которые их финансируют, для проведения массированной пропаганды среди населения о необходимости и полезности совместного проживания в рамках единого грузинского государства. Информационная война не прекращается ни на минуту, и возможности в этом плане у нашего противника намного больше, чем у нас. В то же время мы противопоставить это можем только действенные меры. Это реальное улучшение социально-экономической ситуации и борьба с криминалом и коррупцией. Самым серьезным предстоящим испытанием для нас в ближайшее время будет строящийся в селении Рух, в 5 километрах от границы, многофункциональный медицинский центр, созданный фактически для приема наших жителей и граждан. Настоящей целью этого центра не только лечение, но и пропагандистская работа с целью вовлечения в гражданство Грузии, а также вербовка спецслужбами отдельных людей, которые, как предполагается, будут проходить там лечение. Надеюсь, в нашем виде Министерства здравоохранения примут соответствующие меры. Например, мы находим понимание о необходимости введения визового режима для всех иностранных граждан, в том числе проживающих на нашей территории, и не исключаем возможность полного закрытия государственной границы, если грузинская сторона, пользуясь некоторым своим преимуществом в сфере медобслуживания, не перестанет заниматься подрывной деятельностью. Я благодарен российским пограничникам за их усердную службу, и при всех проблемах, которые существуют сегодня на границе, именно благодаря им мы можем сказать, что обустраиваем сегодня государственную границу так, как это должно быть. Мы также теперь мы хотим вам сказать, что в начале нашего разговора, что мы не смогли сделать то, что мы планировали. Мы, к сожалению, не смогли добиться получения подоходного налога от сотрудников Ингургес за этот год. И мы вышли с ходатайством правительства издать постановление, в котором налоговым должникам будет закрыть переход через государственную границу с Грузией. Думаю, в ближайшее время такое решение будет принято, и в следующем году сделаем все возможное,
чтобы исправить ситуацию. Мы впервые заложили в собственный бюджет 2016 года платежи по подоходному налогу от сотрудников Ингургес, проживающих на нашей территории. К сожалению, мы пока также не смогли начать процесс выдачи документов населению Гальского района. В этом плане ситуация не ухудшилась. Она осталась на уровне 2014 года. Как и тогда действуют в районе паспорта СССРовского образца и форме номер 9. Но по некоторым объективным причинам в связи с задержкой принятия законов начало выдачи вида на жительство или разрешения на проживание, как и начало замены паспортов на всей территории страны, пока задерживается. Третья проблема, которую мы не смогли решить, это, несмотря на перевыполнение собственного бюджета, мы не смогли поднять заработную плату учителям и медицинским работникам. Мы надеемся на помощь республиканского бюджета, но в то же время 70% повышение главам администрации, сел их заместителям, а аппарату администрации мы выполнили за счет собственных средств. Если за оставшиеся 2 месяца ничего не случится неординарного, то за этот год Гальский район из категории одной из самых сложных районов по криминогенной ситуации стал одним из самых спокойных районов Абхазии. Мы можем представить вам статистику и сравнительный анализ за 2014, 2013 и 2015 годы. Фактически после ликвидации террористической группы в феврале месяце у нас ни одного случая похищения людей. Это тяжкие и особо тяжким преступлением. А те, которые есть, они почти все раскрыты. Есть проблема, самый большой вид преступления – это незаконный переход государственной границы. Также в ходе инвентаризации у нас она не завершена и будет продолжена и в следующем году. Мы фактически удвоили показатели по налогу на землю, убрав коррупционную составляющую в этом деле. Об этом подробнее расскажет начальник налоговой службы. Мы вместе с Минобразованием страны, благодаря сложенной работе и старанию всех преподавателей, которым я благодарен, перевели начальные классы в 11 школах на программу Министерства образования. Благодаря Министерству здравоохранения в Гальской районной больнице появился новый рентген-аппарат, аппарат искусственной вентиляции легких, новая скорая машина. 34 миллиона – это собственный бюджет района Гальского. Но очень интересно, и остальные деньги – это больше 130 миллионов – это финансирование из Сухума. Но вот эти 34 миллиона, очень интересно, как они, из чего они состоят. Половина этих денег состоят от подоходного налога из дотационной помощи. То есть Сухум нам присылает деньги, учителя, врачи платят подоходный налог, и он считается как бы собственным бюджетом. То есть если Сухум нам не присылал бы деньги, у нас и этого не было. То есть если говорить наш собственный реальный бюджет Гальского района, он составляет где-то 16-17 миллионов рублей, что не хватит на содержание районной больницы. Вот такая реальная картина на самом деле. То есть вот мы говорим, что страна у нас живет на дотации, там, за счет помощи Российской Федерации, а у нас Гальский район уже долгие годы вот в таком положении находится. И когда мы начали вопрос администрирования, в первую очередь, да, решать проблемы с администрированием, у нас там появились интересные факты, когда мы вытащили из сокрытия большое количество земель, за которых платились, частично не платились налоги, а частично платились, но не попадали в бюджет. Прокуратура с этим разбирается, она занимается этими фактами. Но вы понимаете, что есть там трудности, соседи, жители многих сел не хотят, это главы администрации, это их не соседи, да, с которыми они живут, и давать там показания
на своих соседей, при всем возмущении они не очень этого хотят. Вот приблизительно, например, такое, что у нас около 50 гектаров было в селе Печора. В селе Печора после инвентаризации мы там выявили еще почти 300 гектаров земли. То же самое в селе Бугаура, 70 гектаров платился налог. Там, например, 70 гектаров указывалось, и с него собирался налог, на самом деле 210. В селе Хашта, это первая Тубая, там около 500 гектаров, на самом деле сейчас заканчивается, там до 2000. И фактически поступление, вот у нас налог на землю, вот начальник налоговой полиции, если не даст соврать, на земельный налог там 5 с чем-то миллионов, 5-700, да? И вот фактически после инвентаризации только одно село может дать 50% этих налоговых платежей, которые весь район собирал. То есть у вас 6700, а 3200, одно село собирает налогов, уже миллион они сдали, еще 2 миллиона 200 будут сдавать. Этот потенциал, который мы сейчас как бы находим, скрытый, он по большому счету даст нам, по нашим подсчетам, только повышение в 2 раза. То есть, если мы 6700 собирали, мы будем в этом году соберем около 12 миллионов только налога на землю. И это реальные показатели, потому что где-то к середине октября, это тоже было впервые, что к середине октября план по налогам мы перевыполним. И мы ожидаем в общей сложности около 7 миллионов сверх, то есть если у нас было 34, более 41 миллиона. И за счет этих средств, за счет того, что правительство в этом году приняло решение не сокращать дотацию, эти средства мы можем использовать несмотря на то, что мы дотационный район, мы можем использовать по своему усмотрению. Это одна из наших таких проблем, это наши дороги, и мы собираемся как бы приобрести грейдер, автобус для города. Вот на этом как бы наши возможности заканчиваются. Но я вам скажу, что это тоже такое впервые, что мы за счет собственных средств хоть купили какой-то велосипед в районе. Обычно все такие вещи делались за счет республиканского бюджета, за счет тех возможностей, которые у нас есть. На сегодняшний день у нас в районе налоги поступили 31 миллионов 890 тысяч рублей при плане за 10 месяцев 26 миллионов 955 тысяч рублей. Перевыполнение в суммарном выражении 4 миллиона 935. Но у нас основное перевыполнение – это земельный налог. Земельный налог за счет инвентаризации, неучтенные земли, которые выявлены, за счет этого идет у нас перевыполнение. Но по сравнению с прошлым годом мы на 5 миллионов 379 тысяч рублей перевыполнение, больше поступлений. У нас вот на 2015 год у нас все виды налоги перевыполнения ожидают. Но один-единственный подоходный налог не выполняем. Это за счет того, чтобы доплаты не произошло у нас, пока в нашем районе, к сожалению, только в районной администрации надбавка зарплаты добавился. А у нас еще остальные не добавились. Остальные виды у нас перевыполнение идет. Налог на прибыль 581 тысяч перевыполнения будет. Подоходный налог с органов, не с заработной платы, а с физических лиц на 300 тысяч перевыполнения. Спецналог на 302 тысячи перевыполнения ожидаем. НДС на 350 тысяч. Земельналог перевыполнение у нас будет на 7 миллионов 677 тысяч и 6,1. И общий годовой план мы ожидаем 9 миллионов
218 тысяч рублей, но из них мы должны будем перекрыть вот этот подоходный налог 2 миллиона 537 тысяч с заработной платы, то, что мы недовыполняем. По орехам это такая тема сегодня на устах у всех. Какова ситуация и особенно вот в нижней зоне? По данным таможенного комитета за 2 месяца где-то 610 тонн через абхазо-грузинскую границу вывезено на 1 ноября. Раньше никто это не считал, но по подсчетам российских пограничных за такое же время прошлого года было вывезено около 3000 тонн. Ну, насколько это тоже цифры, это цифры, как говорил президент, это цифры никем не подтвержденные, никто не взвешивал, до глаза это все определялось. Может, там в мешке будет 40 килограмм, может 35, может там 25. И впервые как бы идет процесс, когда таможенные органы на каждом посту взвешивают то количество ореха, который жителям района позволено переносить. Один человек может перенести 50 килограмм ореха через государственную границу. Вот они по 50, скажем, если 2000 человек сегодня переходят, из них 1000 перенесли по 50, вы можете представить цифру, это сразу. Ну, естественно, такого количества не переносят, потому что, во-первых, все ждут повышения цены на орех. Вы знаете, сколько было шума насчет цены, что какие-то люди могут там регулировать цену, спускать цену. Дай Бог, у нас если были такие люди, которые могут регулировать цену на орех. Цена формируется рынком и больше никем не формируется. Другое дело, что когда на базаре, на Гальском, ну, естественно, все коммерсанты хотят дешевле купить и дороже продать. И там между теми, кто этим ореховым бизнесом занимается, происходит какие-то договоренности, что мы по этой цене сегодня будем покупать, да, там бывают такие вещи, как вы старались ввести такую монополию, но несмотря на то, что, то есть среди покупателей, но их там так много, что это очень трудно сделать, очень много людей занимаются скупками, и есть, конечно, некоторые, которые стараются ввести какую-то там единую игру и сказать, вот там орех сегодня будет столько, мы по этой цене будем покупать. Конечно, это работа с нашей стороны. То есть никто на этот орех монополию не должен ни на каком базаре. Мы имели беседы с этими людьми, которые старались. На сегодняшний день абсолютно открытый рынок. Люди продают и покупают по цене, которую формирует рынок. А какая цена? На сегодняшний день цена на орех от 190 до 200 рублей. 190 рублей, пожалуйста, можно продать без проблем в рыночные дни, да и в другие дни тоже. После того, как государство стало игроком, да, и какие-то начало правила, мы заинтересовались всем этим, что происходит. До этого как бы нам не интересно было. А там все-таки из года в год сложилась своя специфика. Например, с начала мандаринового сезона, вот где-то там к концу ноября, цена обычно на орех падает. Это обусловлено было тем, что люди, которые занимались скупкой ореха, орех-то ничего с ним не случится, не испортится, свои средства перебрасывали на закуп цитрусовых. Потом, когда этот цитрусовый сезон заканчивался, они опять переходили на закуп ореха. И цена на него поднялась. Самые большие цены, вот эти 300 рублей, 350, это цены, которые люди помнят в прошлом году, в январе-феврале. А если взять динамику с прошлым годом, такие же цены на орех были в ноябре, и 200 рублей и по времени, и 120 рублей. Фактически то, что государство ввело, мы всем этим что хотим сказать? Вот государство то, что ввело 25 рублей плюс 2 рубля, это там сборы таможенные, оно по большому счету никакого влияния особого не оказало, почти никакого. Я почему вам скажу? Потому что вы спросите в Галле любого перекупщика, бизнесмена, который занимается, он когда-нибудь границу переходил, не заплатив. Лучше сказать,
Неофициальная пошлина на границе всегда существовала. Она была неофициальная, она была чуть меньше, когда-то 10 рублей, потом 15 рублей. Но там никогда не было, чтобы предприниматель гальский переходил в границу, там, или житель, который переводил, чтобы не заплатил, прошел. Это просто шло по темной схеме. А сегодня не получается двойное, что и на границе платят при перевозе, еще и пошлину должны оплатить? Конечно, люди там ухитряются, как там перевозить тонну, там на весах там сыграть, сказать, что столько нету. То есть человек 10 собрались, там перевозят, на каких-то таких моментах сыграть, но такого, чтобы вот у него там 27 рублей, а с него там 35 брали, я это таможенникам честь и хвала, таких сигналов нету. Берут то, что полагается. Другое дело, со всего количества перевозимой продукции берут или как бы часть уходит, но вы знаете, как это можно предполагать, но у нас таких данных нет. Конечно, в этом году меньше торгуют, потому что, я же вам говорю, все ждут. Это впервые в прошлом году была такая высокая цена. Орех в 2013 году продавался по 30 рублей, по 60, до 70 доходило, больше цены нет. Он даже в долларовом выражении вырос. Если в 2013 году 35 рублей это $1, да, в 2013 году, самая большая цена была 70, это $2. Это где-то в марте, да, там, месяце, в 2013 году. То есть мы самые, то уже сейчас мы имеем 190, это $3. Даже в долларовом выражении цена на этот продукт выросла. Это для нас является стратегическим продуктом. И по нашим предположениям, вот по той инвентаризации земли, которую мы проводим в районе, да, и мы выявляем, что около 8 тысяч гектаров. Мы приблизительно знаем, что да, где-то на 8 тысяч гектаров вместе с приусадебными участками. Но если где-то от тонна 200 до 1,5 тонны с 1 гектара, вы можете посчитать, это больше 10 тысяч тонн орехов только в Гальском районе. Если взять цену 200 рублей, это около 2 миллиардов рублей, которые заходят в район. И везде, кому не было лень, в этом всем прикладывали руку. И криминал, и торговцы. Вы знаете, что Грузия тоже не потребитель ореха. Она страна-транзитер, которая это орех. То есть на абхазском орехе зарабатывали все, кроме Абхазии, кроме нашей родины. И от этого ничего не получали ни инвалиды, ни матеря погибших. То есть социально уязвимые слои населения от того, что бюджет могли сегодня, есть в этом плане, конечно, это все дается с боем. Вы знаете, какие там происходят процессы, вот, но все-таки сегодня государство заявило о том, что она не намерена все это сквозь пальцы пропускать. Я вам хочу сказать, что мы действуем согласно закону об оплате на землю. В него были в этом году совсем недавно внесена поправка, которая освобождает крестьян от уплаты земельного налога с приусадебных участков. Но скажите мне, пожалуйста, если человек имеет там 0,25 приусадебный участок, после этого пришел, взял 2 гектара, 3 гектара земли, общественных земель, он как их берет? Он в аренду их берет? То есть земля не продается. Сразу он взял в аренду, с ним надо заключить арендный договор. Так фактически отсутствие вот этих арендных договоров не позволяло, они их не оформляли, шел самозахват земли, платился налог на землю, а арендная плата не платилась. А в законе прямо указано, что арендная плата с физических лиц не должна превышать 2-кратного размера налога на землю. В первоначальном этапе в законе первой редакции, еще 1996 года, говорилось о том, что не должна превышать налога на землю. И мы фактически все в рамках закона
И мы говорим о том, чтобы эти люди платили арендную плату и земельный налог. Но в связи с тем, что то есть верхняя планка установлена, не более двукратно не превышающий налога на землю. Меньше не установлено, это определяется договором между арендодателем и арендатором. И вот мы ввели такую среднюю, что если он 2200 рублей платит за гектар, из такой же суммы, чтобы он платил за арендную плату. И фактически эта арендная плата, то, что это на гектар, вы знаете, если мы будем говорить, я вам скажу, это 2200 рублей за гектар, это налог, и 2200 рублей это в год. И 2200 рублей это арендная плата. Общая сумма получается 4400. Вы сказали, что пока процесс выдачи документов не производится. Да, если нужно, почему, вот какова ситуация? Согласно проведенного нам опроса, в феврале-марте месяце из 18 тысяч жителей сел, мы в городе не проводили опрос, жители сел 17300 заявили, что они граждане Грузии. Естественно, они не могут получить паспорт гражданина Абхазии. Другое дело, что у нас, например, президент страны подписывал указы, там около 17 человек, которые изъявили желание восстановить историческую справедливость, вернуть свои там Тарбая, вернуть фамилию Тарба и национальность свою вернуть, там Зукбая, Изукбая, вот такие люди, которые хотят вернуть свои этнические начала. И, да, свои исторические фамилии, национальность. Всего 17 человек. 17, у нас около 100 таких заявлений, но 17 указом президента, им даже не гражданство было дано, а дано разрешение поменять свою, потому что только граждане Абхазии могут поменять свою национальность, да, или там фамилию. И вот такую возможность им дали. Сложности присутствуют, естественно, как и везде. Не бывает без сложностей ничего. В третьих-четвертых классах у нас есть определенные сложности, которые мы стараемся преодолеть путем добавки часов или параллельного объяснения, допустим, на доступном им языке. В нулевых, в первых классах, допустим, у нас проблем как таковых нет. Дети быстро схватывают, и все идет нормально. Естественно, тот, кто более-менее разбирается в системе образования, он знает, что вне русских школах второй язык, это абхазский, русский, он начинается его обучение со 2 класса. Но во 2 классе они проходят букварь и так далее, потихонечку поднимаются наверх. Естественно, в 3 классе, получив всю программу, есть определенные сложности, мы их не скрываем, но преодолеваем, потихонечку идем. Я, как говорил, все мы действия свои координируем с Министерством образования, с администрацией района, и там есть расхождение по той программе, которую они до этого проходили и сейчас, потому что нынешняя программа более усиленная, но за счет кое-каких часов, там, допустим, за счет часов труда добавлен час математики и так далее, и параллельно 2 книгами, параллельно на 2 языках, чтобы детям было доступно, мы идем на все уступки. Эту практику мы уже проходили в 96 году, когда, как всем известно, кроме Чхартойской школы, все школы Гальского района были грузинские школы. И после войны в 96 году был введен поэтапно 1 класс и так далее. И в 2001 году мы получили то, что имеем сегодня в верхней зоне.
К сожалению, тогда невозможно было контролировать школы нижней зоны по объективным причинам. И эти школы были переведены под наше ведомство всего лишь в 2006 году. И тогда был поставлен вопрос о их, о том же, что и было сделано в верхней зоне, но почему-то он не получил потом своего продолжения. И вот в этом году администрация в лице Хутовича было решено переводить эти школы на русский язык обучения. Мы вывели всех учителей начальных классов, и за летнее время они проходили переподготовку при гуманитарном колледже, государственном колледже, который находится в городе Гал. Из 50 участвующих 2 изъявили желание свое пройти эти курсы. 47 человек были аттестованы. К нам приезжало Министерство образования, специалисты из Министерства образования, которые проводили эту аттестацию с ними. Конечно, бума никто не ожидал. Это очень сложный момент, это очень сложный процесс. И одним махом мы волшебной палочкой как бы не располагаем, одним махом ничего не получится. Так что это тоже на перспективу. То есть ни мало ни много, в любом случае нам понадобится примерно 10 лет, чтобы пройти этот путь качественно, я бы так сказал, и с решением той проблемы, которая до этого была. Начальные классы это с 0 по 4 класс. Значит, старшие классы с 5 по 11 класс сетка часов чуть видоизменилась, то есть сокращение произошло определенных часов, и за счет этих часов были добавлены часы русского языка, истории Абхазии, но в 11 школах нижней зоны, они все являются школами нижней зоны Гальского района. В 11 школах с 5 по 11 класс пока еще основные предметы проходят на грузинском языке. И мы перевели только начальные. Это очень сложный процесс. Одним махом все 11 классов перевели. Кроме истории Абхазии, географии Абхазии, русского языка, они пока еще проходят на грузинском. У нас будут проблемы и дальше, и нужно будет решать как-то, понимаете. Есть университет, который выпускает студентов, и есть студенты, единицы, я так бы сказал, студентов, которые приезжают к нам в район и хотят устроиться только в городские 2 школы. Но нагрузка учителей в городских 2 школах уже не позволяет принять кого-то на работу. На нижнюю зону, на верхнюю зону неохота ездить, работать и так далее. Вот количество учителей абхазского языка сегодня составляет 30 человек в районе, и 16 мест остаются вакантными. Я не знаю, может найдется кто-нибудь патриотичный такой, но понимаете, с теми, кого мы пытались принять, или те, кто хотел начать свою работу, у нас предварительная беседа происходит, как обычно, о ситуации, о положении и так далее. Они начинают выпрашивать, не то чтобы выпрашивать, не просить, есть какая-нибудь вспомогательная помощь, транспорт, допустим, жилье и так далее, понимаете. Решить все эти проблемы как-то отдел образования не может. Не то, что отдел образования, эти проблемы, наверное, и администрация не особо легко будет решить. Но в прошлом году у нас работал молодой человек, которого мы оставили в селе, он жил у завуча школы дома, нормально все. А в этом году он опять не изъявил желание работать. И на нижней зоне вообще добираться тоже очень сложно. И зарплаты, честно говоря, я сейчас
Не плачу в жилетку как бы насчет зарплаты. Мы прекрасно знаем, мы осознанно шли на ту зарплату, которую сегодня получаем, но зарплата, она соответствует всей почасовой, которая во всех школах Абхазии, просто с разницей в том, что учителя абхазского языка получают от государства доплату в 5000 рублей. Единственная разница. При часовой нагрузке в 20 часов, допустим, да, с доплатой, но у учителя абхазского языка будет выходить примерно до 14 тысяч, наверное, рублей. И за эту сумму, я думаю, что очень сложно будет, да, куда-то поехать за 40 километров от центра и отработать и вернуться. Год назад был назначено первое совещание с главой администрации сел. Я это на всю жизнь запомнил, когда глава администрации села Баргеп встал и говорит: я представляю село, в котором за 3 года было выкрадено 24 человека, говорит, и село собрало 24 миллиона, чтобы выкупить этих людей. Вот как в это село поедет, скажем, какая-то учительница, преподавательница в село, которое в этом году ни одного случая в этом селе нету, и даже грабежа нету. То есть ситуация после уничтожения этой террористической группы и принятия закона Абхазии, по которым тела террористов не выдавались родственникам, и другие меры, которые были приняты, они взыграли. Сегодня мы, да, по что-то деревянному стучим, для того, чтобы понять, что ситуация в этом плане и меняется. Теперь наша проблема городская, то есть районных властей, городских, в том числе, это дороги в нижнюю зону. Если мы приведем дороги в нижнюю зону в порядок, и третий этап это поднимем хотя бы на то обещанное на 30% заработные платы учителям, и в следующем году как бы тоже заложены, насколько я знаю, поднятие, то мы эту проблему в течение 2-3 лет, у нас ситуация может кардинально измениться в районе. На самом деле, потому что все для этого, как бы сказать, есть необходимые условия.